Сегодня на нашей сцене номера в постановке Иржи Тиляна, Анки Ирсметер, Саши Вальц, Уильяма Форсайта, Пины Бауш, Анжелина Пролежакажа представлены не будут. Почему? Они уже давно известны всем как непререкаемые авторитеты в мире современного танца. А потому нам с вами, как глубоким исследователям, они уже не интересны. Сегодня на нашей сцене только открытие, только новые имена. Дорогие друзья, нам с вами выпала невиданная честь. Потому что сегодня мы с вами становимся не только свидетелями, но и соучастниками исторического события. 10 талантливейших молодых людей, 10 начинающих хореографов представят на нашем конкурсе свои дебютные работы. И поэтому во многом именно от нас с вами зависит,
насколько успешным будет начало их творческой жизни. А она будет, и смею вас уверить, многие из них со временем составят славу нашего чудесного города. Что же это за конкурс, спросите вы меня? Не секрет, что каждый творческий коллектив по-своему видит идеальный юбилей. Для кого-то это церемония награждения в Георгиевском зале Кремля, для кого-то грандиозный фуршет, для Народного театра танца «Ренессанс», который сейчас подошел к своей первой серьезной дате, к десятилетию творческой деятельности, это не подсчет предыдущих заслуг, это прежде всего прыжок в будущее. А потому руководители «Ренессанса», ничтоже сумняшися, объявили конкурс молодых хореографов для своих выпускников и воспитанников. Конкурс на лучшую постановку сезона 2014-2015 года. И это не будет банальным состязанием в изобретении телодвижений. Нет, это будет спор и столкновение мировоззрений, философий, поэтик, способов работы с танцорами, музыкой, пространством. И поэтому я думаю, что сегодня членам нашего высокого жюри не позавидуешь. Имена этих достойнейших людей я пока сохраню в тайне, пусть это будет еще одной интригой нашего вечера, но поверьте мне, жюри у нас сегодня просто уникальное. С одной стороны, оно очень доброжелательное, потому что в его составе только наши друзья. С другой стороны, оно невероятно строгое, потому что в нем профессионалы самого высокого ранга. Итак, дорогие друзья, я представляю вам первый номер конкурсной программы. Хореографическая сюита по пьесе Ивана Вырыпаева «Кислород». Постановка Зарины Кинзиной.
кислород есть. И когда он понял, что его жена не кислород, а девушка Саша это кислород, и когда он понял, что без кислорода нельзя жить, тогда он взял лопату и отрубил ноги танцорам, танцующим груди его жены. А в каждой женщине есть два танцора, и каждая женщина поглощает кислород. Но не каждая женщина сама является кислородом. И если человечеству сказали не умереть, а кислорода в новой не предоставили, то всегда найдется самец из маленького провинциального городка, который для того, чтобы дышать, для того, чтобы легкие груди танцевали, возьмет кислородную лопату и убьет некислородную жену. И будет дышать полными легкими, потому что, когда говорили «не убей», у него плеер был в ушах. И танцоры в груди увлекали его в другую страну. Страну, где только танцы и кислород. И кто скажет, что ракоконченный человек подлежит симбиону? И кто скажет, безумный подлежит гиене огненной? Слышали сказанное в Библии «не клянись»? Не клянись вовсе. А еще, слышали ли вы, что сказано «не клянись вовсе»? И небом, потому что оно престол Божий, и землей, потому что она подножие ног его, и Иерусалимом, потому что это город невидимого царя. А вот одна моя знакомая, девушка с мужским именем Саша, всего 2 раза клялась небом и 1 раз землей. А вот в любви она клялась неоднократно, потому что у нее было очень большое сердце, похожее на двуспальную кровать, цветными европейскими простынями, залитую соком из разных фруктов. И каждый раз, когда она оставалась наедине с мужчиной и слушала слова любви, в ее голове рождались похожие слова. Но вот одна моя знакомая, девушка с мужским именем Саша, никогда не произносила их вслух, а все свои чувства выражала то улыбкой, то поворотом головы, то хитро прищуривая глаза. Потому что она всегда вела себя как актриса, из художественного фильма. Потому что только в таких отношениях есть кислород. А если клятвы не любить, то это говно собачье. А если любить не клятвы, то немецкая кожа. А если всю жизнь встречаться с разными мужчинами, но любить только одного человека, то это уже похоже на русский кинематограф, «Березовые поля». Авторская работа Энвера Галеева. В рамках. Свободу в рамки записали, закрыли стенами любовь. Все сразу в жизни потерялось. Закрыли телу кислород. Пускай вокруг тебя никто не понимает. Пускай высасывают кровь. Споткнутся, поперхнутся и отстанут, ведь жизнь не любит слабаков. Не стой на месте, вырывайся. Нельзя так жить, из клетки не ногой.
Есть крылья, значит все, решайся. Взлетев, оставив в кубе всех, кто слаб душой. Следующий номер с поздравлением наших выпускников
самок от младшего основного состава Народного театра танца «Ренессанс». На вечерке. Постановка Андрея Сорокина. 1, 2, 3, 1, 2, Авторская работа Алисы Клименко. Синестезия. Нервы, что ли, обожжены. Звук запаздывает за светом. Слишком часто мы рты разеваем. Настоящего не называем. Надо жить ощущением. Света. Тишины хочу. Тишины.
представляют наши дилетанты. А ведь они совсем еще мальчики и девочки. Они, правда, вот дети. И особенно остро это понимаешь, когда видишь за кулисами лица их педагогов. На этих лицах вся гамма родительских чувств. Это и забота, и волнение, и тревога, и гордость. Тревоги, правда, пока больше. Эти люди на несколько месяцев усмирили свои личные постановочные амбиции и все свои силы, волю, энергию, время бросили на помощь своим детям. Таких людей сейчас очень мало. Их буквально единицы. А ведь это так важно, чтобы в самом начале творческого пути рядом с тобой был, может быть, не учитель, а просто старший друг, который верит в тебя и в твои мечты. И вот сейчас в качестве подарка и напутствия нашему другу Санта номер от наших самых маленьких танцоров. Итак, на сцене номер Вероники Коршуновой «Мечты» в исполнении младшей подготовительной группы Народного театра танца «Ренессанс».
красной каплет жаркая смола, так в ночи моей прекрасной ходит по сердцу пила. Авторская работа Софьи Венедиктовой. Я остаюсь.
буду. Самую крепость, самую мякоть, только не плакать. В наших бродячих братствах рыбачек пляшут, не плачут. В пепел и песню мертвую прячут в братствах бродячих. Шалостью призрак, шелестью рисок, поговори со мной, солнечный лист, ветью распослан, поговори со мной, наладились нами тяжкими мыслями, темными думами, вечной причиной слушать вновь, с устными чаями буду. Покрай со мной, поговори со мной, умирай со мной, поговори со мной. Слезы повылечить, я ведь как у тебя, я тебя вылечу, станет легко тебе, вот ты бы сызново встанешь из пламени, только держись меня. Не оставляй меня. Огонь лишь жить. Будьте пророчества. Будешь искать пути. Да, да не воротишься. Шелестью рисок, шелестью рисок, поговори со мной. Слушать умру, с устными чаями буду. Покрай со мной, подгибай сами, поумирай со мной. Умирай со мной. Поговори со мной. Авторская работа Ольги Ермаковой. Тонкие нити. У всего есть предел, в том числе у печали. Взгляд застревает во мне, словно лист в ограде. Можно налить воды, позвонить ключами. Одиночество есть человек в квадрате.
Итак, на сцене младший состав Народного театра танца «Ренессанс». Василек. Молодого нескупого милого пригожего Авторская работа Камилы Зверашиной. Атасьон. Ей нравились с детства Робин Гуды, но ей встречались одни верблюды. Ей наплевали в 3 минуты душу все 4 мужа. Она
компании. Она сегодня пропьет всю зарплату, рвется к этому гаду. Авторская работа Александры Катасоновой. Вчера, сегодня, завтра.
авторская работа Лилии Салимовой. Глэм. На сцене номер в постановке Андрея Сорокина с очень лаконичным, но очень емким названием. Упс! I did it again. I made you believe you're more than just
от наших любимых друзей Михаила Савченко и Виктории Кузнецовой. Ну а сейчас поздравления от нашего дружественного коллектива
мастерской современной хореографии «Между танцами». Солистка Оксана Родина, постановка Ольги Дулкаевой.
Огромное спасибо. Вот такая была замечательная композиция под названием «Стратум». Ну а сейчас я приглашаю на сцену руководителя театра танца «Своими ногами» Сергея Константиновича Андрианова. Спасибо большое. Хотелось бы вспомнить, мы с Сашей вот, с Ренессансом знакомы вот уже 10 лет, плечо к плечу работаем. Спасибо, Саша. Саш, можно тебя? Можно тебя? Саш, идем. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное за твою доброту, за твое творческое, каждое слово, каждый шаг. Спасибо огромное. Теперь мы вместе. Да, теперь мы работаем вообще близко, потому что у нас сейчас комната одна на 2 коллектива, да. Вот. И, конечно, хочется тебе пожелать самое важное, чтобы у тебя было время для творчества. Затем, чтобы у тебя было всегда пространство для творчества. И, конечно, чтобы у тебя была энергия. Чтобы у тебя все эти 3 понятия всегда сопровождали тебя в течение всей жизни. И, конечно, хочется подарить тебе триптих. Этот триптих будет украшать твои комнаты, и я думаю, тебе очень понравится. Спасибо.
Lord, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. Unchain my heart, set me free. РБР коллеги, Алиса Клименко, Анна Савельева, Ольга Курбатова, Софья Венедиктова, Ольга Ермакова, Камила Зиганшина, Лилия Салимова, Александра Катасонова, Ксения Бузовкина, Вероника Горшунова. Unchain my heart, never gonna have a way. Unchain my heart, you worry me На now. сцене подростковый состав Народного театра танца «Ренессанс». Through a life of misery, then you don't care about being for me. Unchain my heart, please set me free. Младший состав Народного театра танца «Ренессанс». И его руководитель Вероника Горшунова. И, конечно же, наши любимые руководители Андрей Евгеньевич Сорокин и Александр Александрович. Сердце свет с вами и для вас. Народный театр танца «Ренессанс». Ну а сейчас, дорогие друзья, мы переходим к самой приятной части нашего вечера. Приятной для нас. Вы свои плюшки уже получили. Итак, для поздравления я приглашаю на нашу сцену наших гостей и членов нашего жюри, наших кураторов из Республиканского центра народного творчества Рафиса Наилевича Хайруллина и Наталью Михайловну Кондакову. Уважаемые зрители, Республиканский центр народного творчества не мог остаться в стороне от такого юбилея, хоть и небольшого. Коллектив мы давно знаем, они постоянные участники наших фестивалей, проводимых Республиканским центром народного творчества. И, естественно, многих фестивалей, которые проводятся и за рубежом, и в России. Мы, как говорится, следим за их успехами. И, естественно, от всех работников Центра народного творчества хочется поздравить вас с 10-летним юбилеем. Вы молодцы. Поздравляю вас. И то, что они сегодня показали, да, вот ведущая правильно сказала, жюри будет очень сложно, как бы все-таки конкурс, должны быть первые, вторые, третьи места. Мы в так скором порядке, но особо не ругаясь, конечно, и, как говорится, распределили места, но я считаю, что все номера, вот, которые были сегодня показаны, поднимите, пожалуйста, руки, кто здесь вот эти номера ставил, они здесь, нет?
Молодцы. Вы все молодцы. Ну и позвольте наградить почетными грамотами Республиканского центра народного творчества Катасонову Александру Андреевну, солистку Народного театра танца «Ренессанс». Они награждаются за высокий профессионализм, активное участие в художественной самодеятельности города Уфы и Республики Башкортостан и в связи с десятилетием творческой деятельности коллектива. Катасонов Василий Александрович. Также награждается Ермакова Ольга Вячеславовна, солистка Народного театра танца. Педагог-репетитор Народного театра танца «Ренессанс» Курбатова Ольга Владиславовна. Также Горшунова Вероника Андреевна, педагог-репетитор. Руководитель Народного театра танца «Ренессанс» Сорокин Андрей Евгеньевич. Наконец, Родионов Александр Александрович. Еще раз с юбилеем. Поздравляем. Спасибо вам большое за поздравления. Ну и сейчас я полагаю, что зал, да собственная сцена еще раз взорвутся аплодисментами. Потому что я приглашаю на сцену человека, которого обожают все в этом зале. Его все любят, отказать ему практически невозможно, поэтому все и на сцене, и в службах происходит буквально по щелчку. Итак, руководитель Народного театра танца «Ренессанс» Александр Александрович Родионов. Мне тоже хочется вручить грамоты, это от театра танца «Ренессанс», Габдуллиной Динаре за профессиональное хореографическое и педагогическое мастерство в развитии творческого потенциала участников коллектива. Динарочка, я думаю, все понимают, почему она такая в зрительном зале. Конечно же, я очень благодарен и приятно удивлен, что сегодня для меня совершенно был сюрприз от человека, которого я не ожидал, что они выйдут и мне это подарят. Это, конечно же, Савченко Михаил. Также за профессиональное хореографическое и педагогическое мастерство в развитии творческого потенциала участников коллектива. Миш, спасибо большое, что ты с нами. А также я хотел поблагодарить родителей коллектива, которые постоянно с нами и помогают. Это Герасимова Диляра, Андрющенко Наталья, Савельев Вячеслав, Годовулин Рафаэль. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Они все на своих рабочих местах, конечно. Спасибо большое. Вот это настоящий хозяин, который даже на свой юбилей не может оставить своих гостей без подарков. Ну а сейчас, дорогие друзья, кульминация сегодняшнего вечера. Мы приступаем к церемонии награждения.
И для награждения наших участников нашего конкурса, я хочу пригласить Альмиру Дорн, старшего магистра кафедры «Современное направление в танцевальном искусстве» Государственной академии балета имени Агриппины Багановой, неоднократного лауреата международных конкурсов и фестивалей. Альмира. Спасибо большое за полученное удовольствие. Очень приятно, когда авторы, исполнители и в особенности руководители выходят за рамки привычного комфорта, вовлекая с собой зрителя. Спасибо, спасибо, было очень круто. И дипломом участника награждается Азарова Анастасия. Першин Сергей. Мустафин Валера. И Волошина Анастасия. Спасибо. Огромное спасибо вам. Вот уже бегут почитатели. Стремительно, как ветер. А мы продолжаем, дорогие друзья. И сейчас для поздравления наших конкурсантов и для вручения дипломов я приглашаю на эту сцену Анастасию Анатольевну Яшкову и Ольгу Альфатовну Даукаеву. Добрый вечер. Хочу сказать личное спасибо за прекрасно найденную форму и потрясающее содержание, которое мы сегодня увидели в ваших ребятах. И еще не могу не сказать, потяну немного время. У вас потрясающие руководители, у вас потрясающие педагоги. Я вместе с вами счастлива, во-первых, в связи с тем, что я с ними знакома и дружна. Ребята, спасибо вам огромное. Я имею в виду взрослый состав и всех педагогов. Люблю, уважаю. Спасибо. Теперь мы вручаем дипломы лауреатов. Ну, это пока еще не самое главное, но тоже очень важное. Ольга Курбатова, «Отражение лужи». Софья Венедиктова, «Я остаюсь». Автор «Глэм». Лилия Салимова, «Глэм». Камила Зиганшина, «Атенсион». Эльвер Гавлеев, «В рамках». Алиса Клименко, «Синестезия». Спасибо вам большое. Сейчас на нашу сцену вновь выходит Сергей Константинович Андрианов и продолжает награждать наших конкурсантов. Прошу. С 23 по 25 апреля 2015 года в нашем городе, в Уфимском центре современного танца, состоялся уже 8-й фестиваль молодых хореографов. И где наши зрители увидели более 20 работ наших новых воспитанников, наших новых хореографов. И многие из них мы сегодня увидели на этой сцене. И хотелось бы сейчас вручить грант. Итак,
грант на обучение в летней школе ЦЕХ, который состоится с 13 июля по 1 августа 2015 года, вручается победителю Уфимского конкурса молодых хореографов Ермаковой Ольге за композицию «Тонкие нити». Поздравляю тебя! Спасибо тебе за работу. Ты заслужила. Спасибо. Ну, господа, вот это действительно очень дорогой подарок. Ну и, наконец, мы узнаем имена победителей нашего конкурса. Кто-то держит пальчики крестиком, кто-то там тихо молится про себя. Готовы? И я приглашаю на сцену Игоря Асатуровича Севастьянова. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, которые подготовили изумительные постановки в стиле современной хореографии и так порадовали сегодняшних зрителей и многоуважаемое жюри. Ваши аплодисменты нескончаемые. Ну и мне предоставилась приятная возможность вручить сегодня главные награды. По всеобщему мнению жюри, лауреатом 3-й степени названа Александра Катасонова за постановку «Вчера, сегодня, завтра». Многоуважаемое жюри решило разделить диплом лауреата 2-й степени на 2 постановщика. Итак, первый лауреат 2-й степени назван Ольга Ермакова за танец «Тонкие нити». И у нас есть второй лауреат 2-й степени. И им стала Анна Савельева с танцем «Трия». Ну и, наконец, самый трогательный и самый приятный момент. Лауреат 1-й степени. Жюри очень долго совещалось. Это самый противоречивый номер сегодняшней программы. Это, как нам показалось, очень выстраданный и очень много над этим номером постановщик работал, как мы поняли. И жюри не могло этого не оценить. Итак, лауреат 1-й степени Зарина Кинзина с номером «Кислород». Ребят, я думаю, что мы передадим Зарине наше поздравление. Она сейчас в Москве, она обучается на хореографии. Мне. Я обязательно передам. Вот такие итоги нашего конкурса. Наше поздравление всем конкурсантам, потому что каждый из них стал победителем. Каждый. И еще раз аплодисменты. Итак, 10 лет взлетов и падений, 10 лет бессонных ночей, мучительных репетиций. И все это для вас, наш дорогой зритель.